ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 12:00, управление ЖКХ. Совещание, основной темой которого стал отопительный сезон, началось, вопреки всеобщим настроениям, вполне спокойно. Активничать в такой прохладной в прямом смысле обстановке никому не хотелось. Но все же вопросы посыпались из журналистов, как из рога изобилия. Хотелось узнать, готовы ли все же дома к включению отопления и когда ждать всего блага. Оказалось, во-первых, по среднесуточной температуре, о тепле в квартирах до 11 сентября мы могли даже не мечтать. На сегодняшний день, только с сегодняшнего дня наступил период, время, когда отопительный сезон должен по жилфонду начаться. Также на брифинге опровергли информацию о неготовности жилищного фонда к подаче тепла. Все сделано, все идет по плану. Таковы заверения главного инженера управляющей компании «Ухта-Жилфонд». Сразу все запускать нельзя, котельная может взорваться. Поэтому здесь по графику, который предварительный, по-моему, есть график у нас там по количеству дней, на какой жил, сколько отпускается. Правда, наша съемочная группа была с сотрудниками ОНО управляющей компании на гидроиспытаниях аж 7 числа. В доме 49 по Ленина их, к слову, тогда так и не сделали. Хотя сами коммунальщики сегодня утверждают, максимум, какие проблемы могут быть, так это спуск воздуха в квартирах на верхних этажах. Привет всем недобросовестным жильцам. Пускайте сотрудников управляющих компаний к себе, а то мерзнут ваши соседи. А так тепло обещают в течение недели. Правда, не всем сразу. У нас все дома опрессованы, промыты до начала отопительного сезона. То есть до 1 сентября у нас все дома промыты, опрессованы. Для пуска тепла ничего такого, препятствий никаких не было. Еще заместитель руководителя администрации заверил, тепло уже подключено во всех школах, детских садах и больницах. Вообще, судя по докладам, у нас с отопительным сезоном все хорошо. Хотя утром мы бы все редакции хором этому возразили. А теперь даже и поспорить нельзя. На момент сдачи материала и в нашем офисе потеплело. Наверное, совпадение.